Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Кути-24. С вами Петр Цыпандин. Мы находимся в баре Prosecco Club. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришла адвокат Мария Гаврилия. Маша, приветствую. С чем ты к нам сегодня пожаловалась, чтобы готовить? Привет, Петр. Привет, Семен. Сегодня мы будем готовить вкуснейшие синнабоны с корицей. Это такие булочки с корицей. И будем варить чай масала. Он родом из Индии. Специальный очень, чай да, специальный чай. Вот такой вот масала чай. Как долго вообще готовится синнабоны? Откуда такое пристрастие? Почему ты выбрала именно синнабон? Ну, я мать двоих сыновей, внуков. И, конечно, очень люблю готовить. Синнабоны мы научились готовить, когда была пандемия. Я как раз научилась готовить медовый торт и синнабоны. Всегда мечтала, но я думала, это очень трудоемко, это сложно. Наверное, очень там много ингредиентов. Оказалось, не так сложно. Всему можно научиться. Не так страшен черт, как его малютка. Вот именно. Ну что ж, давай приступать. Я знаю, что это довольно, ну, тем не менее, это все равно трудоемкое. Да, нам какое-то время потребуется. Давайте сразу начинать. С чего начинаем? Так, у меня рецепт. Так, да, правильно. У нас один стакан молока. Берем один стакан молока. Вот, ну, 250-300 миллилитров. Вообще, по идее, молоко лучше разогреть, чтобы она была тепленькая. Но у нас такая полевые условия, поэтому считаем, да. Вот так, да? Все, заливаем. Так, 2,5 ложки, так, дрожжи у нас. Да, и тут, наверное, мне надо одеть очки, чтобы не больше, не меньше. Ну, берем, да, 2,5, вот где-то так, чуть-чуть сверху. Ага. Ну, если с горкой, лучше уж 2. 2,5, чуть-чуть вот я беру, все-таки 2,5. Ложка маленькая. Ну, давай. Потому что ложки тоже бывают разные, чайные. Вот. По идее, тоже должны дать время, где-то да, вот где-то 10-15, у нас тоже как бы полевые, ну, поэтому где нам сразу... нужно, в любом случае, да, мы телезрителям говорим, что будем брать паузы, все маленькие паузы, нам это время съемок позволяет, но тем не менее нам все равно нужно что-то там делать. 1/3 сахара, в нашем случае у нас тростниковый сахар, он более такой, я считаю, вкусный, и в выпечке использую тростниковый. Более полезный. Да, более полезный, более, да, 1/3. Треть. Все. Вот так где-то вот так. Такой столько сахара. Мы положили молоко, дрожжи, сахар, соль, 1 чайная ложка соли. Строго, да. Строго идем, да. Ну, я, конечно, люблю все делать на глаз, но все-таки придерживаться. Ну, где-то... Касательно кулинарии вообще надо придерживаться рецепта. Потому что может получиться, согласен. Может нет. Да. Особенно с выпечкой. Не, ну, конечно, есть, которые, скорее всего, учитывая, что вы сказали, что любите готовить, есть какие-то блюда, которые, ну, просто на глаз делаете. Это я всегда делаю. Всякие творожные булочки, там это все на глаз делаю. Кашу, оладьи, ну, простые. Блинчики. Так. 80 грамм сливочного масла. У нас якутское масло, деревенское. Вот отсюда, Семен, на глаз. На глаз 80. Да. Семен 80. Знает, сколько 80 будет. Ага. А то у меня мама говорит, делей или ляхан. Я могу много положить, да. Говорят, кашу маслом не испортишь, но все-таки надо делать по рецепту. Тут тот случай, конечно, да. Масло должно быть размягченное. Она уже у нас уже. Да, грубо можно говоря, его растопить. Достаньте за час. Да. 2 яйца. Так, вот они. 2 яйца. Разбить, да? Да, разбить 2 яйца. Подожди-ка. Лучше его сделать в небольшой посудине, потому что могут... И надо тупой стороной. Да, правда? Да. И что будет? Ну, потому что... Так? Потому что. Да, потому что потому. Ну, скорлупа может попасть. Да, скорлупа может попасть. Мы прямо с любовью заливаем. Да, с любовью, кстати, да. Прям с любовью. Яйца тоже местные, якутская птицефабрика. Вот, 2 яйца, и начинаем все это замешивать. Добавляем 4 стакана муки. Так, где у нас сухие? Вот тут были, да, сухие ингредиенты? Да, там сахар был, да, он сухой.
Вообще вот в этой посудине 4-5 стаканов муки, поэтому можно, наверное, сразу сюда. Да. Да, можно Бахать. даже. Да. Вот, стоп. Мгм. Да, муку лучше просеивать, чтобы, Воздушность. да, воздушной, чтобы она насыщенная Пышной. кислородом была, чтобы не было комков. Ага, М. мгм. Раньше все время просеивали. Да, Я помню, мама в детстве, всегда, да, у нас мама всегда было просеивала, сито, да. Потому что, ну, мешок, Да. там мыши И вот, загнутся, вот так не вот дай бог, делать. что-нибудь Да, там да, такое. кстати, да, И это, в такое принципе, тоже считалось было. нормой. Да, а Да, сейчас Жужа, вот да? именно у нас мышей нету, у нас вот насыщение кислородом, скажем. Да, да, Ага, и воздушность, комка, воздушность да, добавляется. да. Вот. Дальше. Муку Вот, ну, продолжаем. конечно, Ну, какая у вас такая штучка? да, штучка очень полезная, вот Не надо вот кухонные. это, да? Нет, ну это хозяюшки знают все. Не надо. Ага, про такие помощники. Сейчас технологически, конечно, да, готовка появляется тоже в велении времени. Да, более и, конечно, удобная, я более- очень занятая мама, бабушка, и поэтому у меня на кухне много помощников, скажем, да. Мгм. Вот, поэтому люблю тоже делать заготовки Да, заранее. какое любимое блюдо? Любимое блюдо Фирменное. фирменное. Что ж, прям вся семья собирается. Ну, вообще у нас как бы в субботу, воскресенье у нас семейный ужин. Я готовлю специально много, вкусно. Так как у меня мальчики, они очень любят курицу. Я люблю прям запекать. И вообще я ничего не жарю. Уже много лет. Ничего не жарю. Все готовлю в духовке. Форель запекаю в духовке, курицу, вот. Это как бы ПП, да, или что? Ну, это ПП, и потом это... В детстве я переболела, тоже у меня проблемы были с поджелудочной железой, там, с печенью, поэтому вся семья перешла на такое отварное, вареное, запеченное. Мгм. Вот, и, может быть, оттуда идет вот это, то, что любовь к всему печеному, да, но это полезно. Ну да, Это и полезно, полезнее, да. Ну, И то есть, потом при жарке... Стало быть, вы обращаете внимание на то, что вы кушаете, и то, что Конечно, ПП уже конечно. Все должно быть сбалансированное, да, питание. гармонично. То да. есть И в гармонично, меру, самое овощи, главное, да. фрукты, да. Потому что, ну, мне такое ощущение, что у всех на устах, конечно, ПП. Каждый уже знает, что это такое, но мне кажется, даже полезнее больше ПП не переедать просто. Да, и потом, да, пили молоко вообще 0%. Ну, я только не ниже 3%. Масло мы едим сливочное, там очень много витаминов, микроэлементов. Обязательно надо Поэтому, кушать. Но да, в меру должно да, быть. все должно быть в меру. Иногда даже сладкое можно, но тоже, опять же, в меру. Если каждый день, конечно, есть торты, ничего хорошего не будет. Да, но конечно. иногда можно. Углеводы вообще я предпочитаю кушать до обеда, а после обеда белковое. И Ужин растительное. дай врагу, да? Ну, Типа. у адвоката вообще ненормированный рабочий день, скажем, да. Вот, у нас мы свободные художники, скажем, да, и поэтому бывает такое, что я ужинаю очень поздно. Там, домой прихожу в 10. Вот этап этот прошел, да, мы сейчас убираем лопатку и И уже переходим, замешиваем руками. Руками. Вот, поздно прихожу, и бывает, что ужин в 10. Ну, конечно же, якутский суп, салаты. Это все, как говорится, очень полезно. Сейчас начнется ручная работа. Сейчас начинается ручная работа, handmade, как говорится, Handmade, и да. мы все это замешиваем с любовью. Да, обязательно. Да, с любовью, чтобы оно не прилипало к рукам. Да, посуду... Мария, Ага. Мы знаем, что вы адвокат. Ну, немножко расскажите, пожалуйста, зрителям. Я знаю, что вы и предприниматель и все прочее. Да, вообще, как Жизненная стезя моя жизненная стезя моя, да, откуда складывалась. родом, да, вообще, как, Да. как вообще все складывалось? Давайте телезрителей познакомим вашей Да, историей. я родилась в семье Дмитрия Николаевича и Анны Федосеевны Гаврилевых в Амге в 70-м году. И этот год у меня юбилейный, кстати, 55 лет мне будет. Вот. И я родилась очень такой счастливой, доброй семье, творческой. Отец у меня счастье. писатель-документаль. Это счастье. Это счастье, это А большое отец счастье. у меня филолог образования, мама финансист, поэтому они нас воспитывали с любовью.
любовью. Вот. А трудовая деятельность моя, кстати, начиналась в Амге. Я работала в совхозе «Победа». Я была дояркой. Тогда было же у нас производство, вуз. Школа, производство, вуз. Как партия скажет. Да. Я была, конечно, за комсомолкой. Я была председателем первичной комсомольской организации Амгинской средней школы. Председательница этой дружины, наверное? Нет? Ну, вообще, я с детства общественник. Председательница этой отряда, Да, как минимум, скорее всего, да. предполагаю. И вот Так. студенческие годы тоже профсоюз, это все я, как говорится, всегда была общественником. Вот. И к адвокатуре я пришла тоже не сразу. Я работала на госслужбе, начиная с МВД, антимонопольной службы, в мэрии долго работала. И предпринимателем была, да, занималась долго. 15 лет активным бизнесом. Да, Вот, да, компания да. «Капитал Торг», мы продавали пилорамы, станки, бензопила. Вот. Первые причем. Да, впервые мы привезли в Первые, да. Якутию, это был Голубой океан, мы привезли пилорамы «Логосоль» шведские и продали здесь, ну, наши пилорамы были в каждом селе, есть. Да. Вот. Некоторые работают до сих пор. Конечно, работает, это же Да, шведское чуть качество. будет, да? Да. Да. И спустя вот столько времени, я вот 9 лет назад пришла в адвокатуру. И вся моя трудовая деятельность складывалась таким образом, наверное, что мне сейчас легко работать адвокатом, потому что я знаю, конечно же, и административное право, уголовное право, гражданское, арбитраж, конечно же. И статус получать для того, чтобы вести уголовные дела, так-то, если так между Для нами адвокатов, сказать. да. Быть адвокатом, Ну, да? чтобы быть адвокатом, конечно, нужно иметь специализированное Статус. юридическое образование. Да, Так. обязательно. Да. Да, нужно иметь стаж, надо сдать квалификационные экзамены. Так. Вот. Достаточно И или только сколько достаточно, надо? достаточно. Да? Слишком много муки, кстати, не надо. И вот тесто у нас получается вот таким образом. Вот. И все, его можно Ну, можно сейчас показать отправить. упругое. Упругая, да, Да. она не прилипает к рукам. Вот такая вот. Из-за того, что там масло есть и прочее, да? Да. И все, мы И его отправляем, закрываем. Итак, друзья, мы взяли паузу, тесто мы взяли, уже у нас уже оно готово. Да, она уже, тесто поднялось. Видите, Поднялось, какая да. она воздушная. Вот, ароматная. Итак, на коврик. Муки и уже Немножко месим, да? муки, и уже мы будем формировать Выкладываем булочки. тесто, да? Да, И пошел выкладываем. замес. Будем, да. Начался замес. Будем его раскатывать. Тесто хорошо поднялось у нас. Да. Давайте я это уберу. Ага, спасибо. Мгм. И мы должны мы, значит, раскатать прямоугольник размером 30 на 50. Ну, где-то вот размером, как вот этот коврик. Мы можем его поделить на 2, чтобы, да, тогда надо посуду вернуть. Ага. Половину мы туда положим. Пока. Вот так вот пока. Пусть сори. отдохнет. Ага, а этот мы будем раскатывать уже. Сильно много этого тоже не надо. Муки. Больше поверхности. Да, Устроим вам? освобождать надо. Высвобождать. Чуть-чуть. Вообще готовка, конечно, для меня это как релакс. Что у меня Медитация? медитация, релакс это. И у меня это хобби, кстати, с детства. И, конечно, спасибо маме, которая не ругала нас, да, что мы там устроили, может, бардак, там, Бедлам посуд, какой-нибудь, да. Может быть, продукты И искусственные? я всегда экспериментирую. Вот, Я тем прям, более, да. у меня какие-то авторские рецепты, то есть я беру Иннокентия Тарбахова, например, и все делаю там. У нас даже может быть буррито с жеребятиной, потому что я вот член клуба Ротари уже 22 года, у нас мы были как обменная семья, у нас много детей жили из разных стран. И, конечно, у нас были разные вечера. Да, и дети готовят свою кухню, да, разную, латиноамериканскую, да, вот, южно там, из Тайваня у нас мальчик жил. Вот, и поэтому у нас такая интернациональная кухня. Всяко разное. Синабоны родом у нас из Сиэтла. Вот, надо сказать, день рождения, по-моему, там 4 декабря, по-моему, было, да? Да. Ага, Это так. Синабонов. Вот, и поэтому это тоже новое, скажем, блюдо.
Вот раскатали такую вот, такой квадратик, прямоугольник, и мы должны растопить масло, Так. тоже где-то 60 грамм, ну чуть меньше того масла, которое мы... Чуть-чуть меньше того, чуть-чуть. что взял Семен. Я уже помню, сколько взял Да, Семен. Тогда 60, было 80. 60, 60. Ну вот. Если он взял Да. отсюда 80, я Желательно, возьмем да, чтобы вот была Только кисточка. 60. Я Да, думаю, и да, чуть-чуть еще. чуть-чуть И добавить чуть-чуть лучше, чуть-чуть да. добавить. Чуть-чуть И добавить. вот столько. Да? 60 И грамм сразу начинай масла, катать. Да, чтобы не горело. один И не горело. стакан Я еще сахара, огонь да. поменьше. Можно сделать. даже, в принципе, уже на этом нагревшем дойти. А, вот так уже дойдет. Да. Да, наверху держать, чтобы масло у меня Не горело. не горело. да, Не-не-не, обязательно. Просто должно растопилось и гореть всё. абсолютно, Да, абсолютно главное. не должно. Просто если сгорит, будет очень сильно горчить. Конечно, конечно. Просто его растопить, но ни в коем случае не доводить до Я кипения. знаю, что делать, друзья. Так, Потому что я сам тоже берем готов. где-то, да, 1 овсяное стакан печенье. сахара у нас пойдет, то есть по полстакана на каждый вот это вот корж. Достаточно просто Так. растопить. Так. Так, и нам нужна корица. Корица. Корица, да, она как раз дает этот аромат оригинальный с синнабоном. Синнамон – это корица, синнамон, а это Синнамон, синнабон, синнамон. синнамон, да. Кстати, вот почему я выбрала масала-чай, там тоже есть корица. Вот, и вы почувствуете это легкий вкус корицы в чае. Ну, корица вообще очень Ну полезна. все готово. У меня тоже. Да, давайте. Видите, какие мы молодцы, у нас такой вот Да. командная работа, Dream Team, Будем так говорить. да. Можно поближе, чтобы ничего. Сам себя не похвалишь? что ли, Абсолютно. если- Да, не Ага. А похвалишь. все же запомнят эту похвалу. Да, да. Итак, Мария, касаемо вашей деятельности, да, мы остановились на том, что адвокату обязательно нужно специализированное юридическое образование и сдается Высшее юридическое образование. Высшее юридическое образование и сдаются квалификационные Экзамен. экзамены. Да. Да. Вот все-таки, тем не менее, вы говорили, что 9 лет назад пришли к В адвокатской адвокатуру, деятельности, да. то есть приняли Да. для Всё, себя пока хватит. решение. С чем это было связано? Ну, не Это просто было так, не с бухты же связано с барахты. тем, что, знаете, когда я работала в бизнесе, у меня бизнес был связан с евро. То есть каждый раз я пережила столько кризисов, потом решила все-таки... То есть валютой? Да, я Валютой, была да. привязана, потому что эти товары шли из Швеции. Вот, они проходили растаможку в Петербурге, у меня был импортер в Петербурге. И все это каждый раз меня, конечно же, я следила все время за курсом. Огонь до И- полыми. Да, и эта продукция стала очень дорогой. И у нас появились доступные, скажем, российские Аналоги, аналоги, да, как да, да. тайга, там пилорама, да. И я решила завершить этот путь, этап своей жизни и идти дальше. Мгм. Ага. И Так, где берем сахар. предпринимательство, где адвокатура? Ну, это все на стыке, потому что, конечно, у меня был опыт и арбитражного, и суда общей юрисдикции, поэтому это все было интересно мне. И я, конечно, как юрист всегда давала консультации. Все спрашивали, ну, что делать в таком случае. Я, конечно, людям помогала, консультировала, и я решила все-таки, можно же монетизировать, да. Как можно говорить сейчас. Да, свое Вот, хобби. одно и то же Из слово хобби в одновременно бизнес сказать. тоже есть такое понятие, да. Да. Ага, значит, вот сахар. То есть все-таки какой-то некий опыт, некий, как Ага, сейчас говорить да, тоже, да, да. бэкграунд был. Да, решение Обязательно, споров. обязательно, Да. потому Ага. что, да, и по защите прав потребителей бывает, что очень редко, но обращались, мы, конечно, суды выигрывали, и иногда же такое бывает, что потребители, ну, купили дорогое оборудование, попользовались, хотят вернуть обратно, но так не получается, да, и, конечно же, у меня была практика в этом плане, вот. То есть буквы закона решать По букве закона, спор конечно. хозяйствующих субъектов. Абсолютно. Скажем так, да? Вот. И поэтому я в адвокатуру пришла, конечно, с арбитража, и арбитражный процесс, он очень четкий, и он тогда уже был цифровизирован, то есть подача документов электронно, да. Ага. И когда наступила пандемия, мне было очень легко перейти на рельсы того, что все документы подавались у нас через систему электронного документа оборота Газправосудия, и до сих пор я продолжаю так работать. Это удобно. Удобнее, конечно. Это да, удобно да. и по уголовным, и по гражданскому процессу. Ну, то есть мы подчеркнули, что адвокат – это тот человек, который может заниматься юридическими делами, но
адвокату дается возможность заниматься уголовными делами. Так? Да, у нас монополия по уголовным делам. То есть просто юрист в процесс не сможет зайти. Да. Только адвокат. Только юрист со статусом И поэтому адвоката часто может говорят, принимать я буду участие говорить только в качестве защитника. со своим адвокатом. Да. Да, поэтому часто Да, так говорят. да, Но это да, да. просто неспроста, поэтому Нет, это так звучит. неспроста, да. Мгм. Ребята, вот у нас в рулончик раскатываем, да, вот. Уже раскатали. Да, уже раскатали, уже закатали. Уже вот так и делаем. так делаем. Вот так надо его. Я просто внимательно прищепить. сижу, вдруг у меня получится Да, как-то да, повторить. да. Я думаю, что Хотя маловероятно, что у мне наших получится повторить. зрителей тоже все получится, потому что это Когда не... они захотят это- повторить? Да, я думаю, что... Несложно, да? Несложно абсолютно. Можно сделать, кстати, начинку разную. Можно с маком сделать, можно с какими-то такими другими добавками. Так, нам нужен противень, и сейчас мы будем его разделывать на вот такие равные 8. Всего у нас будет 16 булочек Синабонов. синнабонов. А нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хватит, всем хватит абсолютно. Два я, Кстати, думаю, это понимаю. блюдо для большой семьи. Да, Да, и, мы конечно, 16 одному мам. человеку вот столько булочек, это просто или надо иметь очень много друзей и подруг, или надо иметь большую Или быть семью. большим сладкоежкой. Да, ну это, наверное, не так полезно, много булочек Да, есть. да, Да. Но это очень вкусно. очень вкусно. Дети это очень любят. Да, то есть мы вот просто рулетик Да. наш режем. Рулетики, кстати, можно резать ниточкой, так тоже делают, но я еще вот так до взып, этого да? уровня, да, вот так вот Обвязываете, вот так обвязывают, взып, да. взып, Я до этого уровня еще не дошла. Ага, мы ждем противень, да? Все впереди, да. Мы пока можем вот так вот. Так, мы ждем Семена. Это вот делается просто вот так. Да, Заитывается. да, Я заитывается. думал, Вот как-то так вот, да, получается. формируются такие булочки. Ну, скажем так, форма классическая, да? Абсолютно. Тут нету ничего, как говорится, Сверхъестественного. удивить. Абсолютно. Осталось крем сделать, да? Да, потом, Силиконизированная это бумага. да, чтобы не силиконизировано, прилипло. да. Правильно, да, Семен? Да. Все правильно. Да. Потому что я тоже такую использую дома. Иначе, потом да, овсяное иначе может печенье. прилипнуть, потому что тут сахар, и он, конечно же, прилипнет. Мгм. Как позы кладут же так, Да, да. масло, а потом... Розочки такие делают тоже с Да-да-да-да-да. мясом, да. Е. А так, конечно, вот нас, адвокатов по республике, меньше 400 человек, да. Вот. Я еще там, получается, в палате председателя ревизионной комиссии уже на протяжении 5 лет, так как у меня финансовое образование еще имеется. Вот. И мы делаем бюджет из расчета 370 адвокатов. Да, бюджет палаты. Да, и вторую половину Пожалуйста. теста. Семен в небольшом замешательстве. Да. ну, понял. Да. Да, и мы сейчас той же самые манипуляции Да, абсолютно так же. проводим для того, чтобы оставшиеся 8 Сформировать 8 булочек. Да. Давайте сформируем. Тесто, конечно, очень приятное для работы. Хочешь попробовать? Не-не-не-не-не. Давайте лучше вы, чтобы это... Ну, мне хочется, конечно, потрогать. Ага. Раньше у Ну, меня ребенок старший очень любил тесто кушать, когда я готовила. Я не знаю, это Сырое? может сырое, да? Да. Кстати, У есть вас такие такое люди. бывало? Когда мама готовила Пельмешки. пирожки, такие. Ага. я вот кушал почему-то. я не знаю, Дрожжевое я на тесто, какое-то да. дрожжевое тесто. Вот, у меня ребенок Наверное, тоже. много не полезно. Да, у меня Ничего обязательно хорошего. кусочек теста я оставляла старшему. Сейчас он отец семьи. Вот. Помните свое первое дело? О чем оно было? Какое дело? Ой, это было дело. Супруги ко мне обратились. Значит, надо было снять с регистрации, то есть исковое заявление о признании утратившим право пользования жилым помещением. Семья обратилась, я выиграла дело. Первое У них дело была, выиграли. да, и там была прописана бывшая супруга, ну, невестка, скажем, да, вот, и они мне подарили большое такое якутское одеяло сахмат. Ага, и это было очень символично, конечно. Ага. Ну, а можно прямо залить. Прямо вот тоже можно. Прям можно залить.
и мы его И распределим. Да, и Быс- распределить. быстрее будет. Осторожно, вот тут. Мгм. Вот. И это было очень символично, потому что я поняла, что мой путь в адвокатуре, он будет вот очень таким интересным. Мгм. Вот. Сложным, конечно же, работа адвоката, она не простая. Ну да. Вот. А как вы искали? Ну, смотрите, вы сдали экзамен, получили специальную корочку, что вам можно вести дела. И что делает адвокат? Сложно ли найти уже будущих клиентов? Ну, как говорится, Да, очень хороший. адвокат это же все равно такая ситуация, когда волка ноги кормят. Да, очень хороший вопрос, потому что найти клиента это, наверное, вот самое основное. Ну да. Нет клиента. Клиенты нет твои работы. работодатели, Да. так скажем, да? Вот. И первым делом, конечно... Кто доверится адвокату, который вот Бурулугдер вчерашний? Да, вот с именно. корочкой? Ну. И я, конечно, то, что я работала в МВД, в антимонопольной службе в мэрии, это, конечно, и училась я в университете нашем якутском, поэтому у меня знакомых было очень много. Но чтобы к тебе обратились именно по судебному, это кто? Вот твои друзья судятся, например, да, это же редко так бывает. Ну да. И я первым делом пошла... Вы же не сидите, да хоть бы кто-то надо судиться. Нет, да. Я первым делом тогда был открыт, и сейчас он, кстати, имеется, Центр правовой поддержки населения. И я каждый четверг туда шла и принимала население. Я давала бесплатно консультацию. И таким образом я нашла первых своих клиентов. Ну, то есть они То есть в разговоре, поняв, что да, человек-то я понимаю, что состоятельный, они не нормальный, то чтобы состоятельные, он не подпадает под категорию льготного, да, населения, он не инвалид, он не это, и получается, что мои услуги, они могут быть только платными, да. Ну, конечно, есть понятие бесплатной юридической помощи и по соглашению. Ну, когда государство дает, когда человек не может себе позволить адвоката, ну, государство же Да, дает, многодетные, инвалиды, те, которые вот специальной военной операции, участники СВО, они имеют право получить бесплатную юридическую тоже часто помощь. звучит фраза, что вы имеете право хранить молчание, имеете право на адвоката, и если вы не можете себе позволить адвоката, государство вам предоставит Это адвоката по уголовному процессу, по уголовным делам, да. Тут надо четко отделять у нас гражданское право, уголовное право, да, процесс. И когда даже говорят доверитель, да, у нас по гражданским делам, да, мы говорим мой подзащитный по уголовным, подзащитный, только по уголовному делу можем так говорить, мой подзащитный. Вот, и есть понятие, у нас есть система КИСАР, по которому у нас адвокаты, государственные адвокаты назначаются. Вот, по КИСАР, система КИСАР называется. Но я вот по КИСАР для пробы ходила один раз на следствие, один раз на судебное. Ну вот, а у меня получается все по соглашению. Вот я не хожу по КИСАР, но вот молодые адвокаты, обязательно им надо ходить по КИСАР. Это, конечно, они нарабатывают опыт, практику. Да, это нужно. С этого все и начинают. Собственно, многие... Я тоже вначале ходила по назначению. Да, я ходила по разным делам по назначению. Следственный отдел, СУСКа. Вот. А есть дела, вы, скорее всего, же рассматриваете, когда к вам приходит клиент потенциальный, да, и говорит, вот у меня такое дело, будете ли моим делом заниматься. А есть такие дела, которые вы, скажем так, с порога изначально не беретесь? Да, и когда ты понимаешь, что тут шансов практически нету. Ну, не то, что практически, ты понимаешь, что это безнадега, безнадежное дело. Ты человеку даешь консультацию, объясняешь. Я вот не стараюсь браться за безнадежные дела, но бывает такое, что ты смягчаешь его ситуацию, по уголовным делам. Но особенно по гражданским, бывает, что ты им объясняешь, что вот такая, но адвокат гарантию не дает. Он не говорит, что я выиграю этот процесс. Что-либо гарантию. У нас даже в соглашении это прописано, это условие, что адвокат не дает гарантию успеха дела. Но он может сказать, что, скорее всего, если мы выиграем, я перспективу говорю, выйдем на условное осуждение, да. И знаете, что мне нравится в своей работе, это то, что мы видим лучшее в человеке. Мы стараемся видеть, да. И мы видим, и мы, конечно же, даем понять и следствию, и суду, что человек вот
имеет такой момент у человека, да. Ну, то есть Но вы опять-таки представляете его как, в у первую него, очередь, да, какие-то человека. характеризующие его, да, Давайте вот продолжим. моменты, да. Вот поэтому, конечно, когда-то моя сестра сказала, нету окончательно вот таких плохих людей, да, вот, всегда есть шанс перевоспитаться, На всегда исправиться, да. Вот поэтому, наверное, человек, пройдя этот путь, потом осознавая свою вину, раскаиваясь, он понимает, и когда уже отбывает срок, человек понимает, что ну вот исправился, да, вот, встал на путь истины. Вот у нас уже готовы булочки, можно Вообще уже красоте. отправлять. Ровно 16 штук. Да. Да. Так, теперь мы кладем это. Да, при Духовый шкаф. градусе 180 180 градусов, градусов. 25-30 минут. Хорошо. Все. Готовим крем. Готовим крем. Так, друзья, пока наши циннабоны готовятся, мы сейчас сделаем же Крем. 140 грамм сливочного сыра, вот, сахарную пудру по вкусу. А у нас уже И почти вода немножко, кипит. да, немножко Привет. молока, да. Масала чай, друзья, он родом из Индии. Вот, здесь в составе есть кардамон, имбирь, корица, гвоздика и даже перец. Ну, Вот. это, то бишь, какой-то такой смесь. Он такой, пряностей. вообще он идеален для холодной погоды. Он как бы довой, как сказать, он Ну, да, запах пошел да, его. очень ароматный чай. Его предлагаю прямо пить в холодное время года. Мгм. Вот. А вообще масала переводится как смесь пряностей, то есть Ну, вот этимология вот. слова, да, происхождение слова, Оказывается, да? оказывается, Такое. означает смесь пряностей. И масала чай бывает, что в составе его бывает до 20 пряностей. И Может быть. наливаем туда побольше молока. Вообще молоко может быть 1 к 1. Вода и молоко 1 к 1 может быть. Даже. Но он такой густой, насыщенный получается, калорийный. И его пьют в Индии в таких глиняных маленьких стопочках, просто как стопочки, и выкидывает. Это очень экологично. Вот. И вот эти глиняные, скажем, посуды для масала чая, они выпили и выкинули. То есть оно потом превращается в глину. Очень экологично. А потом берут и обратно делают. Да, Скорее всего. абсолютно. Обжигают, Да, да, да. обеззараживают. Так, И всё. можно мне ложечку? Так, ложечку, да. Да, можно Помешать. помешать. Помешаем. Видите, какой цвет? Чувствуете ароматы, чувствуете, да? Ага. Имбиря, корицы, кардамона, гвоздики. Сколько должно вот так закопать? Какое-то время, да? Да, какое-то время, вот Потому что, готовность, она, когда вот оседает вся эта пряность. Ну, видите, цвет уже пошел красивый. Да. Да. Я вот так его. Так, ждем булочки, и у нас уже осталась самая приятная часть, наверное. Ой, какая красота! Ждем булочки, Семен принес. Ну, действительно. Так, давайте Смотрите, продолжаем. у нас Да, булочки и вот да, это и чай, одинакового да, цвета. да. Булочки должны немножко остыть, Да. ага, но мы, наверное, особо ждать не будем. Некогда. Да, и Хочется будем эту красоту делать вот таким образом. Так заливается. Вот, заливается кремом, да. Она впитывается. Мои дети очень любят, когда много вот этого крема. Вот. Очень вкусная такой десерт получается, сытный. Вот глинтвейн и масала чай. Это, мне кажется, идеальные такие зимние чаи. Сезонные, да? Сезонные, да. Вообще это... Произведение искусства, скажем. Ну, я вот про это и хотел сказать. Да. Да. Красиво. Красивая подача. Красиво да. сфотографировать, красиво Да. сделать. Да. Будет Красиво очень. еда должна быть вкусной и полезной, и красивая подача, это, конечно же, Мне решают вот, это да. сделать. Я вот да. так и... Мгм. Чайники вниз почти все ушли. Ну, не чайники, а эти пряности. Ну вот тут надо, наверное, горлыш. Вот все. Вот такие предусмотрительные ребята, конечно, Семен да. молодец. Да. Мгм.
Сейчас главное на руку не налить кому-нибудь. Лили. Лей, лей, не жалей, да? Так, я вижу. Так, чайничек маленький, да удаленький. Все. Ага, все, по-моему, по звуку так. Да, неплохо. Это положим вот сюда. Что, заливаем, да? Да, и заливаем наш чай. Как раз на улице в такие холодные Да, время стоит. зимние деньки. Да. Все. Все. Ну что, пробуйте. Натюрморт, просто картина масла. Не хочется нарушать, но, Это вам. пожалуйста. Это вам. Да, спасибо. Да, надо брать силиконизированный такую пергаментную Да, бумагу, очень- она очень- вот очень прилипать не будет. Так, Да. и мы берем чаи, друзья. Есть Семен. Семен, Мария. Просто хочется сказать тост. Да. Давайте пробовать. Да, давайте пробовать. Ага. Чаек. Класс. Вкусненько. Да, Да, отлично. Вообще отлично. бомбически. Очень вкусно. Давайте стоять и кушать, чтобы, Чтобы что? чтобы больше съесть успеть. Да, да. Самим. Ну, действительно очень, Да, очень да, вкусно. очень вкусно. Хорошо, действительно очень вкусно. Мария, огромное вам спасибо. Эфирное время, к сожалению, не резиновое. И у нас такая добрая традиция. Концепт, пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Дорогие якутяне, я сердечно поздравляю всех с наступившим Новым годом. Пусть этот мир принесет в ваши дома мир, добро, счастье. Друзья, еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была адвокат Мария Гаврилева. Мария, огромное вам спасибо за интересную беседу, за то, что чуть-чуть открыли предзавесу такой тайны, что такое профессия адвоката. Да, спасибо. И, конечно же, за вот прекрасные вкусные синнабоны. Семен Тарбахов, Петр Цепандин. Друзья, мы на этом с вами потихоньку прощаемся. Будьте здоровы и, как мы говорим часто, ешьте всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы.